Мою прекрасную леди встречали накануне в Большом концертном зале. Легендарный мюзикл Фредерика Лоу поставили студенты, аспиранты и выпускники Казанской консерватории. Главные роли исполнили Рузиль и Гульнур Гатина и Айдар Сулейманов, который недавно стал вторым на конкурсе «Тюрквидение». Оперная студия Казанской консерватории уже 20 лет создает музыкальные спектакли, оперы, оперетты и мюзиклы. «Моя прекрасная леди» стала предновогодним подарком для слушателей. Его оценила и Полина Кострицкая. Блин, ребята, как мне страшно. Студенческая энергия, юношеский задор и энтузиазм чувствуются и за кулисами. Это то, что отличает все постановки оперной студии Казанской консерватории. Студенты, аспиранты и выпускники самостоятельно ставят на большой сцене настоящий профессиональный спектакль. Режиссер и он же исполнитель одной из главных ролей Рузиль Гатин. Выпускник консерватории и факультета эстрады Российской академии театрального искусства. Экспериментов он не побоялся. Знаменитый бродвейский мюзикл Фредерика Лоу по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» получил новую жизнь, где нашлось место и шуткам на злобу дня. Сколько? Питер, а какой сейчас курс? Мы не зацикливались конкретно на одном времени. То есть у нас здесь есть как классические какие-то элементы, как шляпы, да, какие-то костюмы, элементы костюмов у персонажей. Также мы использовали современные гаджеты, то есть телефоны, ноутбуки. Идея Золушки, превращение так называемой из грязи в князи, это всегда интересно для зрителей. Не существует никаких барьеров для людей любых сословий. Нужно верить и мечтать, и ты обязательно станешь тем, кем ты хочешь, и все получится. В роли Элизы Дулиттл солистка Татарского оперного театра, лауреат международных конкурсов Гульнура Гатина. А влюбленного в нее Фредди Айнсворт Хилла сыграл Айдар Сулейманов, обладатель второго места Тюрковидения 2014. Я в мюзиклах уже участвовал и не раз. Я играю Фредди Айнсворт Хилл. Это молодой человек, который влюблен в главную героиню, в Элизу Дулиттл, и который пытается завоевать ее сердце. На самом деле он очень наивный. Актер, либо артист, который выходит на сцену, он должен быть наивным, как ребенок. Тогда у него и роль получится. В мюзикле «Моя прекрасная леди» участвовала хоровая группа Казанского музыкального училища и симфонический оркестр Казанской консерватории под управлением гостя из Санкт-Петербурга Алима Шахмаметьева. В Казани очень-очень высокий исполнительский, творческий и энергетический потенциал, что тоже очень важно, энергетический. Ребята заряжены колоссальным количеством созидательной энергии, что несмотря на то, что здесь нет собственного оперного театра, сама их работа, тот энтузиазм, с которым они это делают, заслуживает большого уважения и является примером для большинства студентов столичных наших обеих консерваторий. Уже более 20 лет оперная студия Казанской консерватории ставит музыкальные спектакли, комедии, мюзиклы и оперетты. Вышло более 30 проектов. Мы прежде всего не только концертная организация, мы еще вуз, высшее учебное заведение, где мы должны выполнять миссию свою педагогическую прежде всего. То есть мы должны дать образование во всех спектрах, во всех амплуа, чтобы ребята себя во всем попробовали. «Мою прекрасную леди» снова покажут уже в следующем году, а также планируют отправиться на гастроли. Кстати, в этом году оперная студия вместе с симфоническим оркестром Казанской консерватории участвовала в международном фестивале «Классика над Волгой» в Тольятти. А затем студенческий оркестр и хор побывали на гастролях в Германии и Италии. Следующий год обещает быть еще более насыщенным на события. Казанская консерватория готовится отметить 70-летний юбилей. Полина Кострицкая, Айрат Мухамедзянов, столица.